Тепло, которое так ждали. Работы по строительству автоматизированной блочно-модульной котельной в самом разгаре. Здесь уже готов котлован. Сейчас строитель занимается устройством свай до 12 метров. На них же в скором времени будет крепиться опора дымовой трубы. Начаты работы по подводу инженерных сетей коммуникаций. В графике мы идем строго по графику. Окончание строительства и ввод в эксплуатацию у нас до конца этого года у нас намечено. На сегодняшний день никаких особо таких проблемных участков не намечается. Новая котельная будет современной и энергоэффективной, с автоматизированной системой регулирования температуры и переключения на резервные источники электропитания и топлива. Котельная у нас рассчитана общей мощностью на 11,5 мегаватта. Расходная мощность тепловая у нас 5 мегаватт, но с учетом направления, с учетом категории объекта, у нас идет 100% резерв идет источников тепла, 100% резерв идет подводящих сетей тепловых. И соблюдаем все нормы, которые диктуют нам качество отпуска тепла. Это с учетом погодозависимой автоматики, с учетом оборудования, которое там устанавливается. Со дня открытия у перинатального центра Ингушетии не было собственной котельной. В медучреждении постоянно происходили перебои с подачей тепла, где находятся новорожденные дети и их мамы. Многолетнюю проблему решат благодаря поручению главы региона. Махмуд Али Калиматов в начале прошлого года лично посетил клинический перинатальный центр, где и был озвучен наболевший вопрос. Все равно наведем порядок. Просто так получилось, что там вот эти вот сироты, которые в доме жили, подключили. Ну ладно, эту проблему решили. Туда вложили более 40 миллионов, построили им там, потому что там вообще ужас был. 2 18-этажных дома, без ничего. Второе, у вас есть батареи здесь потекли. Берите и изложите, что можно вчера, что можно в 23-м, 24-м году. И посмотрите все эти вещи. Изучив ситуацию, еще тогда было поручено провести капитальный ремонт системы отопления с заменой радиаторов в количестве 3500 секций. Вопросы теплоснабжения перинатального центра стояли остро. Здесь заменили до этого. По поручению главы из Фонда национального развития были выделены средства на замену радиаторов, после чего этот вопрос все равно оставался открытым, так как котельня, которая функционировала, она не отвечала требованиям, и каждый раз у нас появлялись проблемы в плане того, что выходило из строя. Соответственно, этот вопрос был принят к сведению. При содействии и помощи Махмуда Али Калиматова вопрос отопления в медучреждении будет закрыт раз и навсегда. Между тем, перинатальный центр Ингушетии за последние годы показывает хорошие результаты по всем направлениям деятельности. Улучшение, у нас снизилась младенческая смертность, начиная с 2022 года идет спад с 5,2 до 4,6. У нас рождаемость повысилась в целом в регионе и в центре. Ну и в перинатальном центре за последние 3 года не допущено ни одной материнской смертности. Мы со своей стороны стараемся улучшить свои показатели. И, конечно же, мы благодарны тому, что такое большое внимание уделяется этому центру. Центр является, безусловно, объектом национальной безопасности, и пристальное внимание со стороны руководства республики для нас тоже это, с одной стороны, стимул к улучшению своей работы. Мы, конечно же, благодарны. Все работы планируют завершить в середине декабря. Стоит отметить, что осенью прошлого года Республиканскому клиническому перинатальному центру от благотворительного фонда «Савмар» Микаила Гуцериева подарили высококачественный реанимобиль стоимостью более 16 миллионов рублей для перевозки тяжелобольных новорожденных детей. Зелимхан Калоев, Алисхан Горовожев, Магаз 24.